Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта на Крымском мосту, подготовленную пособниками украинских спецслужб. Абхазия обогнала Турцию по числу российских туристов и впервые заняла первое место в списке популярных зарубежных направлений. Команда АПСН сыграет в российской футбольной медийной лиге. Команда АПСН встретится с московским клубом Чертаново. Создана рабочая группа по совершенствованию проекта закона Республики Абхазия о едином социальном налоге. Соответствующее распоряжение подписал президент Бадыр Гунба. Возглавляет рабочую группу вице-президент Беслан Бигвава. Предложение по совершенствованию проекта закона о едином социальном налоге группа должна представить до 3 ноября текущего года. Союз абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии наградил президента Абхазии Бадру Гунба медалью «Честь высшей жизни». Награду вручил председатель Союза Сергей Яхагоев. В первую очередь хотим поблагодарить от Союза абхазских добровольцев вас за все, что вы для нас делаете, и делали, и делаете до сегодняшнего дня. И от всех моих братьев, близких добровольцев, они вам большой салам передали и с днем рождения вас поздравили. И до сегодняшнего дня, что вы для нас делаете, мы это все понимаем и ценим, и хотим вам сказать табук. Также Союзом добровольцев было решением наградить вас медалью «Честь высшей жизни» Союза абхазских добровольцев за то, что вы делали, делаете, и за то, что вы не забывайте нас, добровольцев, любой национальности, разницы нету, кто бы ни был, вы к нам относитесь так, как и всем добровольцам. И мы это понимаем. Также хотели вот этот медаль лично вам вручить. Этот медаль называется «Честь высшей жизни». Спасибо. Спасибо вам огромное. Для меня это честь получить награду от Союза абхазских добровольцев Кабардино-Балкарии. Для меня эта награда очень важна, накладывает на меня еще больше ответственности. Буквально недавно мы принимали наших братьев-добровольцев, которые пришли сюда по зову сердца. Мы чтим память тех, кто сложил свои головы, чтим ветеранов, которые сегодня в здравии. Я уверен в том, что поколениями наш народ будет помнить героизм и отвагу наших братьев из республик Северного Кавказа, юга России, те люди, которые в самый тяжелый, непростой период времени оказались плечом к плечу к абхазскому народу. Для меня очень важно, чтобы молодое поколение тех, кто проживает в Абхазии, помнило отвагу и героизм наших добровольцев старшего поколения. В этом смысле очень важно сохранить эту память. Вот нам необходимо сохранить теплоту чувств между уже новыми поколениями. Для этого мы специально приглашаем каждый год молодых людей из республик Северного Кавказа в лагерь, организованный здесь, в Абхазии. Буквально на днях я буду встречаться с молодыми людьми, которые приехали отдохнуть в Абхазию из республик Северного Кавказа, которые знакомятся с культурой, самобытностью абхазского народа, при этом имея возможность отдохнуть, увидеть достопримечательности Абхазии. В этом смысле государственная политика и дальше будет нацелена на развитие взаимоотношений между людьми. Именно эти чувства в свое время привели вас, наших родных, близких братьев из республик Северного Кавказа, защитить маленький народ. И эти чувства мы должны будем сохранить уже между будущими поколениями. В этом смысле мы обязательно работу эту продолжим. Спасибо вам огромное. Для меня это честь.
Широкий круг вопросов двусторонней повестки, в том числе региональные и международные, представляющих взаимный интерес, обсудили полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Ибрахим Авицба и генеральный консул Российской Федерации в Стамбуле Андрей Буравов, сообщает пресс-служба МИД Абхазии. Речь также шла о взаимодействии в социально-гуманитарном направлении и нотариальных вопросах. Соглашение о сотрудничестве заключили Торгово-промышленная палата Абхазии и ТПП Амасии Турецкой Республики. Церемония подписания прошла во время встречи руководителей палат Тамилы Мирсхулава и Мурата Кырлангыча. Соглашение фокусируется на создании платформы для обмена деловой информацией и рыночными данными, содействии установлению прямых контактов между предприятиями и взаимной поддержки участников ВЭД в вопросах экспорта, импорта и логистики. Во время переговоров стороны обсудили конкретные возможности, характерные для подобных соглашений. Особый акцент при этом был сделан на взаимодействии в сфере сельского хозяйства и туризма. Сотрудники ФСБ России предотвратили попытку теракта на Крымском мосту, подготовленную пособниками украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник. Отмечается, что транспортное средство с самодельным взрывчатым веществом прибыло в Россию из Украины транзитом через несколько стран. Подозреваемые пересекли границу в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии и должны были проследовать в Краснодарский край на автовозе. Позднее автомобиль планировалось передать другому водителю, который, не подозревая о содержимом, должен был направиться через Крымский мост. Это уже вторая попытка теракта на Крымском мосту в этом году. 2 апреля спецслужбы задержали микроавтобус с более чем полутонной взрывчатки. Все причастные к подготовке подрыва задержаны. Возбуждено уголовное дело. Нормально, идет. Раскрываем тут все десятки. И я предлагаю, вот смотрите, для видишь, сделать десятки. Вот это чуть приподнять. Начался первый этап модернизации энергосистемы в высокогорном селе Псху. Специалисты приступили к заливке бетонных сооружений, а также выполнили ремонт водозабора от плотины до генерации. Сейчас по поручению президента Бадры Гунба ведутся работы по ремонту здания Псху ГЭС. 26 июля село Псху с рабочим визитом посетили министр энергетики Батал Мушба, глава УКС Демир Гамисония, гендиректор Черноморэнерго Тимур Джинджоли и другие специалисты. Они провели обследование объектов электроэнергетики и наметили дальнейший ход работ. Абхазия обогнала Турцию по числу российских туристов и впервые заняла первое место в списке популярных в России зарубежных направлений. По мнению специалистов, стабильный туристический спрос россиян на Абхазию обеспечивает совокупность разных факторов, каких узнавала Шазина Ханагуа.
Бескрайние морские просторы, горные вершины, уникальная природа и мягкий климат. Что может быть лучше для долгожданного отпуска? Курорты Абхазии с года в год притягивают все больше туристов. И в этом году Абхазия впервые обошла многолетнего лидера по приему российских отдыхающих Турцию. По мнению главы Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, причин несколько. Но ключевым фактором стало возобновление авиасообщения после 30-летнего перерыва, что значительно упростило логистику и сделала курорты доступнее. В этом году произошли ряд таких неприятных событий на Черноморском побережье Краснодарского края. Это наша такая экологическая катастрофа, которая привела к тому, что курорты Анапы, в частности, стали недоступны для купания в море. А во-вторых, безусловно, сдержанная ценовая политика Абхазии привела к тому, что туристы российские переориентировались или в большей степени сориентировались на Абхазию как туристическое направление. Кроме того, безусловно, изменения, которые произошли в транспортной доступности, все-таки открылся аэропорт, который обеспечил очень удобное логистическое сообщение с абхазскими курортами для россиян. Немаловажный аспект. Многие россияне ездят в Абхазию на однодневные экскурсии без размещения. Такая форма проведения отдыха особенно популярна у отдыхающих в Сочи. Совокупность факторов обеспечивает стабильный туристический спрос россиян на Абхазию. Ценовой фактор также играет ключевую роль. С точки зрения стоимости отдыха республика остается очень доступной, поэтому и пользуется высоким спросом. Кроме того, уровень сервиса, который в Абхазии ежегодно повышается, появление новых отелей с достаточно таким хорошим и высоким, я бы даже назвал, уровнем сервиса, стимулирует рост туристического потока. Ну и, конечно, транспортная доступность. Мы с вами наблюдаем, что последние годы стоимость международной перевозки неуклонно растет, а Абхазия остается таким ближайшим соседом, и отдых на территории которой, по крайней мере, на стоимость отдыха на территории которой этот фактор практически не влияет, ну или совсем не влияет. Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский не раз бывал в Абхазии. Он отмечает, что с удовольствием приезжает в республику, хотя и не так часто, как хотелось бы. С точки зрения пляжного отдыха, чистое море и уникальная природа формируют конкурентоспособное предложение, привлекательный формат. Чтобы сохранить лидирующие позиции в туристической отрасли, прежде всего необходимо работать над качеством обслуживания и уровнем сервиса, расширять ассортимент услуг для туристов, удлинять сезон и формировать туристические продукты за пределами летнего пляжного отдыха. Также важно и сдержанное ценообразование. Сейчас мы фиксируем разницу в ценах отдыха в Абхазии от Краснодарского края в пределах 20%. Вот важно, чтобы вслед за повышением сервиса и качества мы смогли удержать этот разрыв, эту вилку, которая обеспечит такое привлекательное предложение на фоне ближайших конкурентов Краснодарского края и Крыма. Жарким летом абхазские курорты отличаются комфортным климатом. Иначе с июня по август здесь не было бы столько туристов. Благодаря близости к морю ощущается свежесть, даже когда столбик термометра останавливается на отметке 32 градуса в тени. А многочисленные природные и исторические достопримечательности делают отдых в Абхазии невероятно интересным и насыщенным. Жазина Ханагуа, Абхазское телевидение. Абхазия готовится к яркому событию – мандариновому фестивалю, который пройдет в январе следующего года. Солнечная Абхазия станет центром большого праздника, посвященного ее главному символу – мандарину. В Министерстве туризма уже состоялась презентация программы. Директор Центра развития социально-культурных проектов АЦЛА Светлана Габуния, организатор фестиваля Сария Аргун и другие участники обещают масштабное мероприятие, которое продлится 5 дней и охватит сразу несколько городов республики.
На мероприятие, фестиваль, он направлен на развитие и укрепление бренда Абхазии как туристически ориентированной, туристически развивающейся страны, которая готова принимать гостей и вне сезона. Это будет большой масштабный фестиваль, пятидневный, который будет реализован в нескольких городах Абхазии. По программе, достаточно насыщенная программа, досуговая часть будет выстраиваться для разной целевой аудитории, то есть это как и семейный отдых, как и экотуризм, и также будет много времени уделено культурной части программы, культурно-социальной. И гастрономическая, естественно, потому что сейчас уже мы не представляем ни один фестиваль, который мог бы пройти без гастрономической части. Сделать Абхазию еще ярче в цифровом мире. С такой целью Министерство туризма запускает видеоконкурс «Абхазия в кадре». К участию приглашаются блогеры и все, кто может и хочет показать миру красоту нашей страны. Информация и правила участия в конкурсе появятся на официальных ресурсах Минтуризма в ближайшее время. Мы хотим показать, какая у нас красивая страна еще раз. Для тех, кто не видел нашу страну, или для тех, кто видел, но не всю видел ее, очень надеемся на то, что люди активно примут участие в таком конкурсе, как, скажем так, профессиональное сообщество наших друзей, вас, блогеров, так и обычных гостей нашей страны, жителей нашей страны, которые хотят показать Абхазию со всей самой красивой страной в мире. Мы ждем всех гостей на нашей площадке, скажем так, и ждем большое количество роликов. Призы будут, на наш взгляд, интересны как нашим гостям, так и местным жителям. 39 абхазских школьников посетят Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет в рамках совместной программы Министерства образования России и Министерства просвещения Абхазии. Основная цель проекта – дать возможность нашим детям в возрасте от 14 до 18 лет познакомиться со студенческой жизнью и испытать ее на собственном опыте, рассказала начальник управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Майя Цибулевская. Школьники смогут напрямую пообщаться с преподавателями, а также осмотреть кампусы и аудитории. Университетские смены – это профориентационный проект. Группа детей будет отправлена сегодня в город Санкт-Петербург до 28 числа, откуда они будут выезжать, и уже 30 августа наши учащиеся будут здесь. Данный проект является основной такой веткой, где наши дети в возрасте от 14 до 17 лет будут иметь возможность погрузиться в студенческую жизнь, увидеть, как проходит в целом жизнь студента. И, конечно, очень важно, что тем самым они будут чувствовать себя уже не совсем учениками, а теми людьми, которые смогут увидеть атмосферу и прочувствовать ее на себе. И, конечно, очень важно, что тот вуз, в который они едут, это Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, является тем местом, которое может показать напрямую связь с потенциальными преподавателями, студенческие места, аудитории, кампусы. То есть все те атрибуты, которые сопровождают студента каждый день в течение нескольких лет. В школе имени Цушба в селе Абгарху Кудаутского района проведут частичный ремонт крыши и помещений по поручению президента Бадры Гунба. Специалисты управления капитального строительства установили, что крыша здания серьезно изношена. Необходимо устранить последствия протечек и повышенной влажности. Начальник УКС Демир Гамисоня сообщил, что проектно-сметная документация ремонтных работ будет подготовлена в кратчайшие сроки. При поддержке Бадры Гунба, мецената Алика Минасян и Минпросвещения масштабные работы по реконструкции проходят в Сухумской первой школе. Старые деревянные окна заменили на современные пластиковые. Во всех кабинетах начальной школы проведен ремонт. С
С 20 по 22 августа пройдет прием заявок в предпрофильный медицинский класс, который откроется 1 сентября на базе Сухумской первой школы. Девятиклассники смогут углубленно изучать биологию и химию, а также осваивать навыки первой помощи и моделировать медицинские ситуации. Основные условия – знание абхазского языка и средний балл не ниже 4 по биологии и химии. Все средства, вырученные с концерта 2 августа в Пицунском храме, Хибла Гирзмава передала на содержание органа. В этом году Пицунскому органу исполняется 50 лет. Пицунский собор впервые открыл двери слушателям как концертный зал в 1975 году. Специально для этого пространства в Потсдаме был создан орган знаменитой немецкой фирмой. Для маленькой Хиблы орган стал первым художественным потрясением. Завороженная его могучими звуками, она мечтала посвятить себя музыке, а ее отец Ливарса Гирзмава участвовал в доставке и установке инструмента. Так семейная история переплелась с историей собора. Об этом сообщается на страницах 23-го музыкального фестиваля Хибла Гирзмава приглашает в соцсетях. 4 водонасосные станции отремонтируют в Гагарском районе. Ремонт объектов поможет снять основные проблемы с обеспечением жителей района питьевой водой. На данный момент управлением капитального строительства обследует насосные станции, которые были построены в 2013 году в рамках комплексного плана. Реализации инвестиционной программы сегодня управлением капитального строительства осуществляется обследование насосных станций, которые были построены в 2013 году в рамках комплексного плана. На сегодняшний день у нас стоит задача по запуску этих объектов, которые находятся в запущенном состоянии. Необходимо будет провести пусконаладочные работы, привести в соответствие все системы, закольцевать эти системы, протестировать и полностью сделать так, чтобы эта вся система функционировала в полном объеме. Сегодня мы совместно с подрядной организацией выехали обследовать все объекты. На ряде объектов есть в том числе проблемы с тем, что физически был нанесен ущерб этим объектам. Мы все это дело дефектуем, составляем корректировочные документы и в ближайшее время приступим к полному капитальному ремонту. Задачей данного мероприятия является обеспечение города Гагра водой, так как сегодня есть очень серьезные проблемы в части водоснабжения. Основная часть проблем при завершении строительства этих объектов, она будет снята. И в этом направлении мы усиленно работаем, постараемся в 2026 году уже показать ощутимый результат. Реализация данного мероприятия будет на особом контроле, так как это очень важный социальный проект. Команда АПСН сыграет в российской футбольной медиалиге. По итогам жеребьевки АПСН встретится с московским клубом Чертаново. Игра состоится 30 августа. Футболисты активно тренируются и готовятся ко встрече с амбициозным клубом. А элита арутюнян побывала на тренировке. Сандро Айба занимается футболом около 5 лет. Спортсмен, как и остальные игроки, настроен на положительный результат от тренировок и в целом от предстоящей игры. Вся команда усердно тренируется, старательно выполняя каждое наставление тренера. Я очень сильно обрадовался, потому что, во-первых, мы будем представлять свою родину, свою страну. Настрой у нас у пацанов очень хороший, у пацанов горят глаза, это очень хорошо, это самое главное. Так, готовы побеждать. Самое главное – победа, победа, победа. Тренировки у команды двухразовые, то есть проходят утром и вечером. Герман Кутарба, главный тренер ФК АПСН, рассказал, что по плану у команды длительный цикл такой подготовки, но ближе к матчу тренировки будут одноразовыми, технического и тактического характера. Очень приятно было, что у нас наконец-то состоялось такое дело. Есть такой для ребят стимул, есть команда, которая может выступать на уровне хотя бы
медиалиги, российской медиалиги. Это небольшой трамплин для тех, кто хотел бы себя проявить. Наши парнишки будут на виду. Кому-то они могут приглядеться, и их могут позвать на сбор в команду мастеров. Это первой, высшей лиги, второй лиги, абсолютно не важно. Но это трамплин для ребят. Медийная футбольная лига – это российский футбольный турнир для медийных команд. От классических соревнований отличается участием известных личностей – музыкантов, блогеров и не только. Мы, естественно, пытались содействовать всячески. Мы заинтересованы в том, чтобы команда из Абхазии участвовала в таком роде турнира, потому что это определенный стимул для футболистов, определенная возможность проявить себя за пределами Абхазии. Нам предоставили возможность играть в медиалиге. С точки зрения медиалиги это не только фундамент и платформа для футболистов, в то же время это большая возможность рассказать о Абхазии с хорошей стороны, показать российской публике, что такое Абхазия, рассказать о ней, показать наши традиции. На то она называется медиалига. Футбол в Абхазии всегда был на достаточно высоком уровне. Молодежь страны в целом увлекается данным видом спорта, ведь это не только победы и достижения, но и в целом полезное времяпрепровождение. Участие команды, представительницы Абхазии в медиалиге, открывает отечественному футболу новые возможности. Впервые об участии команды из Абхазии в медиалиге заговорили в конце прошлого месяца, когда президент Бадра Гунба принял Дмитрия Картава, спортивного директора медийной футбольной лиги. Первая игра с футбольным клубом Чертаново состоится совсем скоро. 30 августа на Сухумском стадионе «Динамо» команда Апсны дебютирует в медиалиге. Через неделю уже в Москве пройдет вторая встреча между Чертаново и Апсны, по итогам которой будет приниматься решение об участии нашей команды в следующих этапах. Айлита Арутюнян, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. А сейчас расскажем о погоде. Во вторник, 19 августа, в Абхазии жаркая погода без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.